Есть песни, под которые хочется танцевать, песни, которым хочется подпевать. Но лучшие песни – это те, которые возвращаются к моменту, когда ты впервые их услышал, и снова разбивают твое сердце. Добрый вечер. В прямом эфире молодежного видеоканала «Планета людей» программа «Табула раса» или «Чистые листы» и я, ее ведущая Светлана Абаева. У каждого человека есть музыканты, любовь к которым у него возникла сразу, с первого взгляда, с первой услышанной песни. Так случилось со мной. Много лет назад в эфире радио МСС появились песни молодого и талантливого музыканта, поэта, композитора и исполнителя Маргариты. Песни, обладающие удивительной способностью проникать в сердца и души, забираясь в самые потаенные уголки. В людях разных возрастов, разного социального статуса они будут добрые чувства, ностальгические воспоминания. Они учат высокой, пусть даже трагичной любви. Признавшись в любви к ее творчеству и таланту, спешу представить вам мою сегодняшнюю героиню. Итак, знакомьтесь, маэстро Маргарита Берагова. Я скучаю, море, по тебе, возвращаюсь снова, как во сне. Белой пеною лечит прибой, море, я с тобой. Музыка – удивительный мир грез, в котором каждый слышит отголоски своей души. Человек, который решил связать свою жизнь с ней, становится певцом, пробуждающим чувства, эмоции, мысли и душу слушателя. Ее с детства учили чувствовать музыку, разбираться в ней и оценивать ее. Когда-то она мечтала стать спортсменкой и даже хотела пойти в армию, но в ее жизни искусство вытеснило все. Наша героиня начала писать стихи и песни в 15 лет. В ее творческой копилке гран-при фестиваля «Молодость Осетии», победа в фестивале «Песня моя Иристон» и уже более 200 написанных песен. Обладательница хорошего голоса и тонкого вкуса, она словно расписывает жизнь нотами на листе бумаги. Героиня нашей сегодняшней программы пишет всегда и обо всем. Ее песни полны смысла, в них все ее эмоции и чувства. Ведь только духовно богатый человек может стать истинным музыкантом и нести любовь и свет своим слушателям. Человек с простой судьбой, она остается жизнерадостной, открытой и искренней. Каждый день новые идеи и оригинальные решения. Она живет в постоянном поиске, созидает и импровизирует. Наша героиня видит во всем полет для творчества и способна даже самую повседневную и обыденную вещь сделать интересной как для себя, так и для других. Сегодня она работает над новым музыкальным проектом онлайн, помогает молодым талантливым исполнителям делать первые шаги на большую сцену. От музыканта требуется не проповедь, а исповедь. Люди находят в ней созвучное себе. Ее произведения необычные, яркие и самобытные. Она любит свое дело, четко знает, чего хочет и верит в свои силы. Яркая личность, которая творит, радует и удивляет своего зрителя. Итак, знакомьтесь, композитор, певица, продюсер и просто девочка с зелеными глазами Маргарита Берагова. Ну что ж, еще раз добрый вечер, Маргарита. Добрый вечер. Как представление? Ой, так приятно. Ну что, Маргарита, мне хочется сказать спасибо за то, что ты пришла к нам в студию. Будем общаться на «ты», на «вы»? Конечно. На «ты». Хочется оговорить, вернее, вообще рассказать о том, что наша встреча была запланирована на прошлый четверг в связи с этим снегопадом и тем, что наша вышка была, в общем-то, потревожена. Эфир не состоялся, поэтому я рада, что ты таки у нас в студии. Спасибо. Я с нетерпением ждала этого момента. Наконец-то. Вот, кстати, я обратила внимание, что в социальных сетях, где размещены анонсы о предстоящем событии, о котором мы будем говорить, о предстоящем концерте, ну и был анонс нашей программы, ты сказала, конечно, как Берагова в эфир, так и вышка рухнула. Вот мне хочется спросить, вот это чувство юмора, оно просто всегда помогает по жизни быть? Оно всегда выручает, конечно, иначе жизнь просто не выдержишь такого напора. Конечно, надо на все смотреть, улыбаясь, шутя, так легче. Но вот вначале я сказала, что мое знакомство или моя любовь к твоему творчеству началась с песни. А сейчас тебя представляют на концертах как девушку с зелеными глазами, это так называлась твоя программа, да, песня, которая есть в репертуаре. Есть песня, которая для тебя самой знаковая, такая визитная карточка Маргариты Бераговой. Что это за песня? Вот я всегда, наверное, не первый раз слышу подобный вопрос, но честно признаюсь, что нет такой песни из моих уже за 200 песен перевалила, чтобы можно было сказать, вот в этом вся я, потому что каждая песня — это частичка меня. И в зависимости от того, в каком я настроении, какой этап жизни,
проходил вот в этот период, когда я писала. Конечно, наверное, мне трудно будет ответить на этот вопрос. Маргарита, ты ведешь счет, вот так за 200 песен перевалила, так это сказала? Да, было такое время, когда я считала. Я завела тетрадь большую, толстую, и пронумеровала все песни. Но вскоре мне это надоело. И вот как-то моя младшая сестра пересчитывала, говорит, ты знаешь, уже 200. Я говорю, ну так юбилей. Но сейчас я знаю, что перевалила. Ну, уже, наверное, с возрастом перестаешь придавать этому значение, пишешь и пишешь. Спасибо. В беседе с человеком забыла сказать, что мы работаем в прямом эфире. Как всегда, у каждого, кто нас смотрит, есть возможность дозвониться к нам в студию по телефону 53 36 82 и задать свой вопрос Маргарите Бераговой. И, как всегда, наша героиня принесла сегодня приз автору самого лучшего вопроса. Что это будет? Ну, так как у нас завтра состоится, наконец-таки, наш долгожданный молодежный музыкальный проект онлайн, естественно, что самое дорогое на сегодняшний день – это билеты на этот концерт. Я принесла пару билетов, с удовольствием вручу тому, чьи вопросы мне понравятся. Ну вот, собственно, да, и главная тема нашего сегодняшнего разговора – тот самый молодежный музыкальный проект онлайн, который состоится завтра, премьера состоится завтра в 18:30 во Дворце культуры «Металлург». Ну и вот давай по порядку. Молодой успешный поэт, композитор, исполнитель Маргарита Берагова, уверенно набирающая вес, скажем так, в нашей музыкальной тусовке, да? Пишущий для уже раскрученных исполнителей Олега Таисаева, Зарины Малит, по-моему, у Аллы Хадиковой есть, да, в репертуаре да, песня, Никита Васильев. А вот вдруг решает на несколько лет отречься от собственной славы и карьеры и посвятить себя поиску молодых талантов, поиску и продюсированию. Так было бы верно. Зачем тебе это надо, из чего вдруг? Ну, вообще мне очень интересно работать с молодыми начинающими исполнителями. Вообще по той простой причине, что с ними легче общаться, и они еще сами в поиске, меньше амбиций, больше желания трудиться, стремиться к каким-то целям. Потом так сложилось просто, что я нужна молодым исполнителям. Я, в общем-то, совершенно не карьеристка, и у меня никогда не было в планах покорить сцену Москвы, а может быть, как некоторые мечтают, попасть в Голливуд. Конечно, нет. Я довольно приземленный человек, с простыми какими-то жизненными целями. Конечно, я живу в своем творчестве. И так получилось, что в последнее время, на самом деле, песни стали набирать какой-то оборот. Скорее всего, я сама, наверное, позволила своему творчеству куда-то продвинуться, потому что в свое время вот интересное сотрудничество с проектом Виктора Хуранова, Хоркус Продакшн, да, и мы сейчас как бы уже с молодыми исполнителями работаем. То есть так получилось, что река понесла. Вот. Но молодежь, она сама начала искать, наверное, руководство. К нам в студию стали приходить молодые исполнители, когда появилась идея, на самом деле, почему бы не поделиться опытом. Потому что один попросил, второй попросил, и тут уже ты понимаешь, что есть востребованность. Вот, наверное, они меня сами заставили, наверное, взять на себя такую миссию. Ты знаешь, обратила внимание еще вот на что. Среди комментариев к афише завтрашнего концерта были такие: будет супер шоу. И ты так просто и скромно, мудро поправила. Да нет, просто интересная программа. Понятно, что ты не станешь сейчас раскрывать всех секретов, да, сюрпризов, которые ждут зрителя, но тем не менее, вот что это будет за программа и чем вы пытаетесь или будете стараться удивить нашего искушенного зрителя? Ну, отвечу так. Так как на самом деле исполнители все очень талантливые, это на самом деле по-настоящему поющая молодежь. И я думаю, что много вас ждет приятных сюрпризов, потому что это не просто исполнитель выходит на сцену и поет, потому что он работает в номере. У каждого из них определенный номер. На самом деле мы объединили очень много талантливой молодежи, так как мы стали открывать для себя, вот когда меня стали приглашать, например, в жюри на студенческую весну, я стала замечать, что очень много интересных молодых людей не только в сфере эстрадного вокала. И я решила как-то их объединить с исполнителями, и получились очень интересные номера. У нас там есть парень, который рисует песком, есть танец теней, эквилибристы, акробаты, в общем, всем гимнасты. нашлось место, да? Всем талантов, всех Всем, обогрели. Да, мы как-то просто так оригинально их всех соединили. Вот. И, конечно, я скажу вам, вот у нас 2 дня сейчас идут уже активные репетиции, и каждая репетиция просто для нас как праздник, потому что мы друг друга получаем удовольствие. И нам кажется, что даже если бы наш проект не вызвал ни у кого интереса, но то, что мы вместе собрались и мы наслаждаемся друг другом, Это это скучно уже не было много друг с значит, другом, да. да?
Маргарита, ты знаешь, когда готовилась к программе, ну вот для себя обозначала темы, которые интересны, вопросы, на которые хочется получить ответы, сама себе сказала, что, наверное, это будет школа злословия, потому что есть какие-то такие злободневные, наверное, темы, о которых хочется говорить. Ну вот одна из них, это, кстати, когда на афишах наших местных так называемых звезд пишут супер-мега-шоу, а на самом деле приходит зритель, в лучшем случае вымытые полы, да, или там какие-то рваные занавеси, ну и ничего, даже, как ты говоришь, не под танцовки, да, и артист поет под фонограмму, причем сам себе первый же начинает аплодировать. Я вообще не понимаю, зачем в сольном концерте, да, самостоятельного состоявшегося артиста еще с десяток другой звезд, я не знаю, собирают друзей, то есть для меня это непонятно. Вот ты можешь объяснить вот эту систему Я думаю, проведения? что это трудно, но это больной вопрос, на самом деле больной вопрос, и я согласна, я очень рада, что вы подняли эту тему, потому что мы очень часто с артистами обсуждаем этот вопрос. Наверное, мне кажется, это объясняется тем, что немножечко у нас, наверное, неправильно понимают, что такое сольный концерт. Мало, наверное, опыта, может быть, никому подсказать. На самом деле, всем нравится быть артистами, все хотят петь. Это сейчас даже если сказала, ты не умеешь, да? Да, это сейчас какая-то мода уже, да. И, к сожалению, да, мы наблюдаем картину, что сольный концерт — это я спел 5 песен, а все остальные спели те, кого я пригласил. Мне кажется, что вот у нас А вообще... что это страх, что на тебя не пойдут, или ты не соберешь зал? Вот тогда я не понимаю, Да, я смысл думаю, что проведения это концерта неуверенность в вообще. себе, Неуверенность. конечно. Потом это недостаток работы. Если сейчас мы готовим молодежный проект онлайн и готовимся к нему 3 года, и готовим только постановку вокала 3 года, и уже последние несколько месяцев это работа над номерами, я не представляю, что будет, Это, если... получается такая халтура, да, зарабатывать денег. Да, я считаю, что, в принципе, я всегда говорю открыто, что в Осетии, по сути дела, шоу-бизнес отсутствует. Его у нас нет. Но у нас нет не только шоу, но у нас нет и бизнеса, у нас нет шоу. Я думаю, что есть над чем работать, потому что вот это обман зрителя, конечно, когда человек приходит в зал, он наверняка должен видеть, ради чего элементарно он заплатил свои деньги. И когда, ну, в общем, мне кажется, что зритель, наверное, уже и вкус потерял. Я не знаю, все равно как бы народ идет на концерты, люди. Ну, у нас народ такой, ну, любят они песни, нравится им музыка. Народ у нас очень музыкальный, народ творческий. И, конечно, наверное, просто от отсутствия выбора, может быть, человек идет. Я смотрю, что залы частично бывают, вернее, частенько бывают забитые залы. Вот. Поэтому, конечно, да, надо работать от души, надо выкладываться, потому что если исполнитель готовит свой сольный концерт, это сольный концерт. Это, во-первых, живой звук. О фонограммах вообще не может идти речь, потому что это, наверное, отсутствие профессионализма. Ну, когда гармонисты даже вот позволяют себе давать концерты сольные, юбилейные под фонограмму, для меня это просто... Да, это, конечно, это трагедия. Это трагедия, и, вы знаете, к сожалению, зритель стал в этом хорошо разбираться. К сожалению, или к лучшему, я сейчас уже даже раздваиваюсь, как сказать, смотря для кого. Но я хочу, чтобы артисты понимали, что зритель наш довольно хорошо разбирается. Но тем не менее, как говорят, Да. зритель голосует ногами, они идут, ты сама сейчас говоришь о Да, полных они залах. идут, наверное, просто потому, что есть потребность таких людей. Они приходят. Хочется зрелищ, да? Да, а вы знаете, есть такая категория людей, которые тоже открыто говорят, вы знаете, а я уже не хожу на концерты. Одно и то же, одни и те же лица, одни и те же программы, один и тот же репертуар. Конечно. Конечно, это сигнал. Спасибо, мы еще будем говорить об этом, но пока телефонный звонок первый на сегодня. Добрый вечер, будьте лаконичны, представьтесь. Алло. Добрый вечер. Добрый, вы в нашем эфире? Я бы хотела поинтересоваться, Маргарита, вот человеку, ну, как бы тяжко время ответственности на своих плечах, и он, когда у него что-либо не получается, часто списывает это все как бы на действия, которые не зависят от его обстоятельства, точнее, которые не зависят от него. Вот хотелось бы поинтересоваться, часто ли вам приходится находить для себя такого рода оправдания? И еще один вопрос, можно? Да, конечно. Маргарита, если бы вы были, точнее, машина времени, с каким композитором бы вы хотели познакомиться, как композитору?
Спасибо. В какое время перенестись? И вот кто из Второй композиторов вопрос тебе довольно ближе? сложный. Это, наверное, я подумала бы и не день, и не два. Это очень серьезный вопрос, с каким композитором я бы сотрудничала. А вот по поводу ответственности, конечно, да, я понимаю, что я в ответственности за тех, кого, так скажем, приручила. Конечно. Да, конечно. Но я понимаю, что это какая-то радостная ответственность. Вот я сама мама, у меня, например, есть сын, ему 11 лет, и я тоже понимаю, что это огромная ответственность, но это и радость одновременно. Поэтому я думаю, что работа с исполнителями, конечно, да, я мало думаю о том, а что, как это я на себя такое взвалила, потянули я такое бремя. Они для меня не бремя, они для меня радость, удовольствие. Когда я слышу, как они работают, как они стараются, как они стремятся и прислушиваются грамотным советам, и не только к моим, но и к тем профессионалам, которых я часто привлекаю к нашему проекту, чтобы дали совет, может быть, по актерскому мастерству или сценическому движению. Я понимаю, что они заслуживают внимания, и, наверное, с моей стороны было бы неправильно не взвалить на себя эту ответственность. Вот. Но я скажу вам, что это довольно не такой уж тяжкий груз. Наверное, я даже вот так бы сказала, что это не груз, это радость. Спасибо. Маргарита, ну, в нашей программе есть традиция, когда герои говорят близкие люди, коллеги, и мы накануне программы связались с людьми, я надеюсь, тебе приятными. Давай посмотрим на экран, а потом продолжим разговор. На самом деле, Маргариту очень давно. Ну, понятно, относительно давно. Я знал, очень хорошо знал и папу, и маму. Полное ощущение человека наполненного. Человека, в котором вот внутри что-то, при этом она может быть как бы внешне спокойный человек, но когда ты видишь человека, и ты можешь сказать о его плотности его души. И вот вижу, что там абсолютно вот плотная материя, наполненная материя, человек, который готов отдавать. Кто накапливал, этот человек сегодня готов отдавать. Маргарита сегодня знает, что она хочет. И главное, она знает, как это нужно делать. И самое, мне кажется, важное, это человек, который ищет для воплощения своих идей, она ищет молодых ребят, исполнителей, она делает из них певцов. Не просто звукоизвлекателей, а именно певцов, людей, которые мыслят, то есть она в них вкладывает что-то более важное, чем, скажем так, какие-то технические приемы. У нее великолепный голос. И вот то, что мы вкладываем в понятие раскрутки, если человека раскрутить по нынешним, если бы она была раскручена, удивительный тембр. Вот я много слушаю, разных певцов, я могу сказать, что это уникальный голос, уникальный тембр. И она великолепно, ко всему прочему, пишет музыку. Очень многие ребята сегодня поют песни Маргариты Биряковой. Когда мы начинаем жаловаться, вот, тяжело, там, или еще что-то, а Марго показывает, что можно преодолевать, что можно реализовываться, можно состояться. Если ты по-настоящему сильный, ты можешь это сделать. Да, это сопротивление можно преодолевать и создавать что-то. Для этого не нужно там плакаться, не нужно лишний раз что-то говорить, нужно просто делать. И Маргарита это делает. Поэтому я просто с глубочайшим уважением отношусь к этому человеку. Марго, я просто, знаешь, вот как переходя как бы от родителей к тебе, я очень любил, они в моей душе, твоя мама с папой. Ну, у меня к тебе самые теплые отношения и самые теплые пожелания. Я всегда тебе не первый раз говорю. Нужно мое плечо для поддержки, я всегда рядом. И дай Бог, чтобы все у тебя получилось. Всего тебе самого-самого хорошего. Спрашиваю, если хочется ответить взаимностью. Ой, Эдуард Дауров — это на самом деле человек, с которым не просто дружили мои родители. Мои родители восхищались этим исполнителем. Я помню еще себя маленькой девчушкой и помню слова мамы, что Эдуард, у него такой образ неповторимый, такой голос. И вот я выросла с любовью к Эдуарду Даурову. И на самом деле он такой, наверное, вот ощущение старшего на самом деле рядом. И не просто так он сказал о своем крепком, сильном плече. На самом деле я очень благодарна ему. Я вижу, что этот человек на самом деле очень искренне интересуется тем, на какой стадии сейчас у нас молодежь. Он постоянный член жюри на студенческой весне. Я вижу, с каким темпераментом, с каким азартом он всегда присутствует на этих фестивалях и дает, причем очень всегда очень четкие советы, рекомендации. И для нашего проекта Эдуард Дауров — это главный критик и главный вдохновитель.
Спасибо. Ну, мне тоже хочется выразить искреннюю признательность Эдуарду за то, что он помог нам в организации этого сюрприза. Ну и вот хочется вспомнить такой момент, для меня, например, такой показательный. Некоторое время назад был правительственный концерт, который мы с Аланом Албеговым вели. Эдуард пел 2 песни, и зал был, ну, скажем, такой мертвый. То есть сидит глава, да, полный кабинет. Зал мертвый, тяжелый зал. Ему удалось его раскачать настолько своей харизмой, своей вот этой энергетикой, своим задором. Мне кажется, на это способны только настоящие артисты. Ну и, собственно, вопрос к тебе. Когда зал действительно не поддается, да, вот этой раскачке, когда он, скажем, не дышит с тобой вот в унисон, на какой песне, на каком этапе ты понимаешь, что вот она, та минута, когда ты их уже вот просто вот, ну, взяла, грубо говоря, покорила, зал твой? Мне кажется, я, наверное, не выхожу из такой целью. Вот я настолько я всегда вот говорю с исполнителями за кулисами о том, что мне иногда легче не стоять за кулисами, не наблюдать предыдущие выходы артистов, потому что то, что я выношу на сцену, это настолько все должно быть, настолько все собрано, настолько все, как будто я боюсь расплескать. Я поняла, что мне лучше находиться где-то подальше, знать, что вот сейчас через одного исполнителя я выхожу. И я настолько люблю зрителя, когда я выхожу, я не знаю, откуда это берется, это где-то внутри меня. Я выхожу, и я никогда не боюсь, что они меня, может быть, мне не громко похлопают. Хотя сейчас я стала обращать на это внимание, это правильно, это грамотно обращать на это внимание, но это не основная моя цель. И, конечно, бывали случаи, недавно буквально я обсуждала это с молодыми нашими исполнителями, что вот ты выходишь, вроде бы поешь, и у меня всегда зрительный контакт. Меня так приучил мой отец. Ты ищешь глаза какие-то, да, которым ты поешь? Я всегда смотрю людям в глаза. Меня учили, если ты боишься вначале, когда я только начинала, то ты смотри поверх голов. Не могу я смотреть поверх голов. Я смотрю людям в глаза. Бывали случаи, что я вижу в глазах, что человек, да, он понимает, что ты вот поешь, что ты хочешь передать ему. Может быть, человек заплакал. Бывает очень трудно, у тебя тут же ком в горле подкатывает. Я попробовала, нет, думаю, в следующий раз буду смотреть поверх голов. И все-таки у меня не получается. Мне кажется, что вот этот контакт, вот как я с вами, например, сейчас разговариваю, я хочу, чтобы вы меня услышали, чтобы вы меня... Правда же, это происходит естественно, непринужденно. Вот точно так же в зале. И мне легко с ними. Они, наверное, чувствуют уже, что я вот все, что есть, все для вас. Спасибо. Спасибо. У нас звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Это Эмир Кибилов. Очень приятно. Мне тоже. Маргошка, приветствую тебя. Здравствуй, Эмир. Как всегда, неотразима. Марго – друг нашей семьи, мы очень ее любим, ценим и уважаем. И хотел, Марго, задать очень интересный вопрос. Мы знаем о твоих способностях в плане артистизма. Твое любимое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. Вот, Марго, если бы у тебя была возможность сыграть главную роль в каком-нибудь фильме, роль героини, какого бы рода роль бы ты хотела сыграть? И в каком бы жанре был бы фильм? Вот такой вопрос для тебя. А можно, прежде чем ответит Маргарита, вы сами можете ответить? Вот с кем она ассоциируется? У вас есть какой-то образ? Он прекрасно знает, с кем это. Да, конечно. Это компания моя, в которой они часто меня видят вопрос в образах. снимается, отвечай сама. На самом деле, вот, мне очень приятно услышать Эмира. Это мои близкие друзья, мы очень часто собираемся, особенно собираемся у него дома, всегда уютно, красиво, тепло. У него потрясающая мама, гостеприимная. И мы, друзья, собираемся часто у него, и, конечно, они начинают меня заставлять: Марго, ну войди в образ. Часто я изображаю бабушек, старушек, я изображаю в национальном колорите. Вот, и мы с Эмиром даже переодевались и изображали таких смешных старушенцей. Поэтому я думаю, что если бы мне отвели такую роль в каком-нибудь спектакле, я бы с ней справилась, я думаю. Спасибо. Ну что ж, 53 36 82 наш контактный телефон. У каждого есть возможность дозвониться в эфир, задать свой вопрос. И, кстати, я попросила это сделать или предложила это сделать и посетителям наших, скажем так, социальных сетей, нашей странички. И вот вопрос от девушки Ренаты, которая любит музыку. В каждом из нас есть то, чего нет в других. Вы можете то, что не может другой. Ищите это в себе, находите, берегите, развивайте. Вы никогда не потерпите фиаско, занимаясь тем, к чему предназначены. Но это, собственно, пожелание. А вопрос. По мнению Карлоса Сантана, некоторые песни похожи на тату для мозга. Только вы их услышали, и они навек прилипли к вам. Какие песни навек прилипли к вам и не отпускают? Есть песни, которые не отпускают? Ой,
Ну, в хорошем смысле, наверное, да, прилип? Если говорить о самом таком, что раннем, когда мне было всего 4 года, это была моя первая песенка. Вот не знаю почему, но постоянно она у меня бывает. И удивительно, что я пела, может быть, ее от силы годик вот в садике. Я вообще была очень необязательная в посещении детского сада. Может, родители меня так жалели, каждый день не отпускали. Но выучила песню, и позже можно сказать, что голос обнаружился благодаря этой песенке. Я помню, что мы пели песенку про авторучку. Я даже до сих пор помню, у меня мама говорила, был очень тоненький такой. Она говорит, я думала, ты будешь колоратурная сопрано. Звонкий такой, как колокольчик. Меня очень часто ставили во дворе, дети постарше, Маргоша, спой, ну спой. Ну вот я стою и пою. Двор. И вот эта песня «У меня есть авторучка, самопишущим пером, спрятана в той ручке тучки, синий дом и синий Даже дым». не слышно. Да, вот такая песенка. И вот она постоянно у меня в голове. Ну, есть, конечно, какие-то песни, может быть, я не знаю, Юрия Антонова что-то иногда всплывает. Вот, а так, конечно, это какие-то яркие, наверное, песни. Песня моего отца, например. Вот «Приходи, я жду тебя, любовь», постоянное ожидание любви и тому подобное. Спасибо. У нас зрители активные. Алло, добрый вечер. Кто к нам дозвонился? Давайте вас услышим. Алло. Добрый вечер. Добрый, представьтесь. Вячеслав Степанов. Очень приятно. Маргарита, здравствуй. Здравствуй. У меня вот такой вопрос, даже два скорее. Ты достаточно разносторонний человек. Вот все-таки что тебе ближе? Написать текст песни, музыку написать, продюсировать молодых исполнителей или петь самой, если был бы такой выбор? Ого. И второй вопрос или пока? Второй вопрос достаточно такой интересный, я думаю. Для кого из известных российских исполнителей ты хотел бы написать музыку? Российских. Да, российских. Спасибо. Спасибо за вопросы. Ну, что мне легче всего? Да мне все легко. Может быть, я выгляжу очень нескромно. Ну, и текст напишу с удовольствием, и просто, и музыку. Конечно, да, просто если я настроюсь, да. И написать для исполнителя, а это всегда очень интересно. Потому что, когда я пишу для себя, если это происходит как-то естественно, вот ты сел за рояль, и как-то муза посетила тебя, как говорится. Вот, а когда ты слышишь, как твою песню поет тот ориентира, при этом надо учитывать и краски голоса исполнителя. Это, между прочим, очень серьезный такой вопрос, потому что певцу, вот как у нас говорят, я написал песню, приди послушай, может тебе нравится, можешь взять и петь. Да? Обычно у нас вот так происходит. Я пишу не так. Я пишу под исполнителя. Как вот, а всегда авторское видение того, как это должно быть, совпадает с тем, что получается в результате? Бывали, в моей практике, по крайней мере, все оставались довольны. Да? Бывало даже так, что человек не мог выразить словами, о чем он хочет песню. И как-то образно, все чуть ли не жестами мне объяснять, ну понимаешь, о чем я хочу песню. И буквально через несколько дней я вызываю человека и говорю, вот я думаю, что ты вот, наверное, хотел вот об этом. И человек сидит и плачет. Ну это же радостно. Конечно, это удовольствие. Поэтому, наверное, легко, если ты делаешь это с душой, с любовью, с настроением, это всегда получится. Ну и второй вопрос, это с кем из российских звезд ты бы хотела поработать, вот для кого бы написать? Ну, мне кажется, что для всех, кто поет. А кто у нас, кстати, сегодня, ты в курсе, кто у нас один в рейтингах, вот скажем, 2010-2011 года на российской эстраде? Стас Михайлов и Елена Ваенга. Ты знаешь, почему у тебя есть вот свой ответ на этот вопрос? Почему? Потому что они, во-первых, их песни, они полны смысла, душевной простоты. В песнях все просто, ясно и все наше, чисто человеческое. Но вот ты знаешь, если раньше было стыдно говорить, что тебе нравится шансон, то сегодня люди даже с хорошим классическим музыкальным вкусом и образованием называют эти две фамилии. И это вот удивительно. Но вообще я поняла, что шансон, он вообще на самом деле подразделяется. Он честный и живой. Есть, конечно, уличный шансон, есть ресторанный шансон, но это шансон, вот, наверное, ближе к эстрадному, чему-то такому. И, конечно, народу это близко. Я вообще обратила внимание, что людям нравятся песни, которые они могут потом повторять. Вот если я послушаю сейчас какое-то оперное произведение, я, может быть, буду восхищаться, но навряд ли я буду каждый день его слушать. А народ, который, как правило, ну, как-то не связан с музыкой, вот едет человек в маршрутке и слушает песню, и подпевает исполнителю. Все просто, ясно, то, что у него внутри, поэтому и становится это хитами. Маргарита, ну, по-моему, Фредди Меркьюри сказал, считайте меня музыкальной проституткой, но я все равно буду петь только то, что нравится моим фанатам. Вот у тебя есть, ну, скажем так, песни, которые ты знаешь, вот это 100% хит. И, в принципе, при написании песни ты ориентируешься на то, что эта песня станет популярной, то есть, грубо говоря, ты идешь на поводу у зрителя, у публики. Хороший вопрос это. Никогда. Никогда. Почему? Потому что я считаю, что я несу ответственность, опять-таки, за то,
что я навязываю своему слушателю. Начнем с того, что они не профессиональные певцы, они композиторы, они нуждаются в чем-то, в какой-то информации духовной такой для себя, да, и я несу ответственность за то, что я пишу, что я пою. Музыкальный нужно воспитывать, конечно, да? Иногда навязывать хороший вкус. Сейчас, к сожалению, вот что хорошо, что плохо, у нас все это размыто. Я обратила внимание, что деградация идет. Да, и в то время, когда на самом деле есть стоящая музыка, есть стоящие исполнители. Конечно, бывает немножечко обидно, но я считаю, что певцы, которые на самом деле профессионалы, которые работают в живом звуке, певцы или композиторы, которые пишут стоящие песни, они никогда не должны отчаиваться. Я всегда считаю, что на достойный товар всегда будет достойный покупатель. Да, конечно, этого не стоит бояться. Ты знаешь, мне очень приятно, что коллеги по цеху отзываются о тебе достаточно тепло и отмечают твой талант и профессионализм. Вот буквально перед эфиром мы общались с Ильей Брачиком, музыкант, творчество которого я очень уважаю. Илья сказал, что Марго пишет сердцем. Это то, чего я себе уже на протяжении долгого времени позволить не могу, потому как я занимаюсь бизнесом, да, то есть я уже пишу то, что приносит деньги, пишу на заказ. Вот это писание на заказ, вот ты себе не позволяешь ввиду чего? Просто... Нет, я пишу на заказ песни, но если я чувствую, что человеку нужна песня, прямо скажем, которую я даже не возьмусь за нее, да, я начинаю разговаривать. Почему? Потому что это примитивно. Знаете, да, у меня даже иногда бывали споры с некоторыми исполнителями. Вот я хочу так, вот я знаю, что вот это нравится людям, а я говорю, а это неправильно. И в этом плане я не уступаю. То есть, если, например, меня просят написать песню о чем-то, вообще тебе не близком, да? Да, не то, что не близком, если я считаю для себя это неприличным даже, да, я никогда не буду писать. И более того, я думаю, что это правильно, мы все-таки живем на Кавказе, у нас у каждого есть свои принципы, но я понимаю прекрасно, что становится хитами, если меня человек просит, понимаешь, там, чтобы минимально слов, чтобы музычка, я все равно сделаю это со вкусом. Можно сделать песню такую, которая станет хитом, может быть, не такой уж прям глубокий смысл туда вложила. Маргарита, что из написанного не тобой, а вызывает по-хорошему зависть, да, и ты вот я бы так. Вот есть какие-то песни, хиты, которые... Нет? Есть песни, которые меня приносят удовольствие, радость, я восхищаюсь, но чтобы я когда-то позавидовала, нет. Мне даже кажется, что я слушая свои песни, не получаю столько удовольствия, сколько... когда я погружаюсь в чей-то внутренний мир, да, то, что я написала, это то, что я пережила, это переболела, это высказано уже, написано. Тут интересно послушать, что же у человека внутри, услышать, узнать. То есть это интересно. Мне хочется развить эту тему, обязательно мы еще о ней поговорим, но у нас есть еще сюрпризы. Давай посмотрим на экран, а потом продолжим разговор. Познакомились мы через Игоря Опарина. Я записывала у него песню, и он мне посоветовал Маргариту Пирогову как хорошего поэта, песенника, композитора. Я тогда серьезно не задумывалась о том, что песню написать. Думала, пойду познакомлюсь, посмотрю, что это за человек вообще. И видно будет. Мы с ней созвонились, встретились. Она так посмотрела на меня, говорит, что ты поешь? Послушала пару песен, у меня всего их пару на тот момент было, и то чужих. «Любовь, похожая на сон» и вообще зарубежная песня «Свой». Вот иди и пойми, что это за исполнитель, что он поет. Она просто буквально послушала, так, диапазончик, туда-сюда, говорит, что ты хочешь? Я ей объяснила, говорю, я не хочу, просто это важно. Я говорю, я не хочу песню о любви. У меня еще на тот момент был какой-то период в жизни, когда у меня была депрессия, и я очень какая-то я была агрессивная, меня все раздражало. Этот человек еще уловил все те моменты, которые были у меня в душе, всю ту музыку, которую я бы сама, наверное, не смогла так написать какой-то. Короче, человек, который меня просканировал и просто выдал мне то, что я хотела в стихотворно-музыкальной форме. Для меня это было чудо какое-то, я вообще не ожидала. Думала, сейчас какую-нибудь тралляшку закажу, просто потому что друзья говорят, хватит перепевать, пора уже тебе что-то свое. Естественно, когда она мне эту молитву выдала, когда я ее спела и поняла, что это мое, я уже теперь от нее не могу отстать с тех пор, отцепиться. Для нее все голоса красивые, все, своеобразные, и она пытается, допустим, в процессе в этом, да, подчеркнуть краски именно твоего голоса, а не навязать что-то там, не надо так, приглуши здесь, там, подтяни там, нет. Мне это в ней очень нравится, она развивает тебя саму, и твой голос, начинает звучать именно в тех красках, в которых он должен от природы звучать, а не то, что там, как положено, да. Она, естественно, как любой творческий человек, очень эмоциональная, все пропускает через себя, ответственная, но
учитывая, наверное, ее возраст, она слишком молодая, наверное, для всего этого, для всего того, что сейчас на нее навалилось. Она немножко ходит сейчас в таком вот зомбированном состоянии. И я хочу ей сказать: Марго, не переживай, мы тебе поможем. В первую очередь, конечно же, очень банально звучит, но это то, что нужно нам сейчас. Это нам творческих успехов, для того, чтобы люди пришли на этот концерт, а они придут, их придет, кстати. Чтобы они увидели, чтобы они нас полюбили, чтобы у нас все было хорошо со звуковиками и так далее. И чтобы, Марго, ты могла расти дальше как поэт-песенник, как сильнейший, мощнейший исполнитель и педагог, чтобы никто тебе палки в колеса не вставлял, ты понимаешь, о чем я говорю, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы была почва под ногами, чтобы у нас все получилось. Все получится, но если хочется сказать что-то в ответ. Я очень люблю Гульнару Чекоеву. На самом деле, она меня потрясла в момент нашей встречи не меньше. Гуля, этот голос, как я могла позволить себе написать что-то плохое, что-то, что не удовлетворило бы ее? Конечно, нет. Мне просто кажется, что мы просто с ней одинаково мыслили на тот период. Гуля, писать тебе одно удовольствие, и я думаю, что ты моя гордость, в общем-то. Спасибо, и моя тоже. Я просто очень хочу сказать, что я безумно люблю Гульнару Чекоеву, и просто сплю и вижу, когда она окажется в этом кресле, она все как-то уходит от этой возможности побывать в прямом эфире. И мне хочется сказать спасибо за вот мастерство, вдохновение, красоту, которую ты даришь людям, за твои волшебные руки, за ту энергетику и твое сердце. Просто чудесное, Гулька, искренне люблю. Ну и, кстати, для тех, кто знает Гулю как стилиста, мне хочется сказать, что она еще и прекрасный исполнитель. Завтра в 18:30 ДК «Металлург» можно будет увидеть ее еще. Я думаю, что она поразит всех. На самом деле, я даже не сомневаюсь в этом. Она не просто мастер своего дела, она мастерски поет. И мне кажется, она все-таки не до конца в себе уверена, да. Но это скромность, это хорошо. Да? Есть, когда человек знает, что когда нет звездной болезни, когда человек всегда собой недоволен, это отлично. Вот я никогда не поверю, что у тебя тоже не было признаков этой звездной болезни. Как удалось с ней справиться? Ведь наверняка у каждого человека, да, бывает момент, когда просто вот от собственных успехов вот кружится голова. Мне кажется, что я благодарность должна выражать своим родителям, потому что они понимали прекрасно, что вот сразу первый раз вышла на сцену, взяла, и второй раз вышла на сцену, взяла первое место, и я никогда не брала места ниже. И, конечно, могло такое произойти. Хотя, я скажу вам честно, я всегда себя так неловко чувствовала за кулисами, когда я беру в руки приз и вижу глаза, разочарование других участников. Я в один период просто сказала себе: больше не выйду. Зачем? Ну, получила ты это первое место, дальше что? Может быть, кому-то это было важнее, чем тебе? В зале я всегда видела только глаза своих родителей. Я всегда смотрела, кивнул ли папа головой. Может быть, мама чем-то недовольна. Это для меня был самый строгий слушатель. И мне кажется, что вот мама, она всегда меня больше хвалила. Она говорила: молодец, вот это ты правильно сделала, немножечко надо вот так. А папа мне говорил: смотри, не взлети. Ты знаешь, кто высоко взлетает, тому больнее падать. И он всегда этого очень боялся. И он всегда мне говорил: запомни, ты дешевая самодеятельность. Его знаменитая фраза. Я обижалась на него. Но я знаю точно, что они были правы. И на самом деле, на сегодняшний день я думаю, как бы ты сегодня сказала, Маргарита Берагова это... Это человек, постоянно старается улучшаться. Нет, никогда была такая формулировка: дешевая самодеятельность. А сегодня это? Это хорошая самодеятельность. Это очень хорошая самодеятельность. Классно. Маргарита, позволю себе еще одну цитату. И, собственно, меня на нее натолкнула вот эта вот такая маленькая откровенность, исповедь Гули, да? Хочу привести фразу Юрия Шевчука: «Я тебя люблю, к великому сожалению, глупо звучит в наше время, потому что я хочу тебя циничнее и точнее». Но это же неправильно. Вот твои песни, они о том, что сегодня возможно трудно, но о том, что сегодня так ценно, важно, дорого сохранить, а не о любви. И вот каждая твоя песня, да, она такая пронзительная, она просто порой разрывает изнутри. И каждый раз вот... Я не знаю, мне кажется, что они о тебе самой, о твоей жизни. Вот получается, что с каждой написанной песней душа снова и снова рвется на части. Да, да, на самом деле так и есть. Как говорить неискренне, это, представляете, мы сейчас сидим с вами и плавить начнем, вы это обязательно почувствуете. Конечно, и я пишу, вкладывая в каждую песню
какую-то частичку себя. Даже если я историю любви выслушала от какой-то исполнительницы, она говорит, напиши мне, вот, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Все мы люди, нам всем свойственны одни и те же чувства. Мы все любим, мы все по-своему страдаем. Но на самом деле каждый человек живет с естественными потребностями. Любить и быть любимым. Конечно. Поэтому мне кажется, что тут особо трудности никакой нет. Мне удается это как-то вот в стихах, все это на музыку как-то выложить. Но я думаю, что в душе каждый из нас поэт. Это то, что как слух, как зрение, как обоняние дано человеку. И я думаю, что, наверное, конечно, да, и мои певцы прекрасно это знают. Все исполнители, кто поет мои песни, они всегда меня ощущают в песне. Я это знаю, но им это не мешает. А вот ты знаешь, недавно смотрела интервью Николая Цискоридзе, который сказал, что, наверное, олимпийским чемпионам чуть легче, потому что у них вот это цикл, да, каждые 4 года, вот он выступил, вот он чемпион. А для него вот эти Олимпийские игры — это каждый выход на сцену, это каждый спектакль, потому что он должен отработать на все 100, да, он должен прыгнуть, он должен сделать какой-то сложный элемент, и каждый раз на все 100%, потому что ты, Николай Цискоридзе, от тебя ждут только... Вот, собственно, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, понятно же, что нельзя рвать душу каждый раз, потому что тебя просто не хватит. Это нужно быть просто хорошим артистом, хорошим актером. Или очень редко выходить на концерты, как это делаю я. Я не могу сказать, что я часто выхожу на концерты, но если уж редко, так значит метко. В принципе, мне хватает вот этого топлива, не знаю, может потому что мне есть откуда черпать всегда, я нахожу откуда набраться вот этой вот энергетики, да, положительной. На самом деле жизнь сама очень интересная штука. И каждый раз ты даже не ожидаешь, в какой момент что-то интересное, какое-то событие, какой-то диалог с человеком может натолкнуть тебя на какое-то новое открытие для себя. И я думаю, что черпать есть откуда. Вот. Маргарита заговорилась и забыла, что у нас очень долгое время на связи, телефонный звонок. Алло, добрый вечер, простите, вы в нашем эфире, давайте знакомиться. Добрый вечер всем. Да. Привет, Марго. Это Тамара Персаева. Очень приятно, Тамара, добрый вечер. Рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь. Спасибо, дорогая. Во-первых, я хочу тебе пожелать, завтра у тебя огромная премьера, и я тебе от всей души желаю, чтобы у тебя был успех, и чтобы у тебя был полный аншлаг, и чтобы вы покорили сердца всех ваших зрителей. И у меня 2 вопроса. Первое. Я знаю, что у тебя бурная фантазия, и после этого проекта ты обязательно что-то новое придумала. И второй вопрос. Это ты очень много песен написала, конечно, на русском языке для молодых исполнителей, и также сама поешь. Вот астинскую песню ты хотел бы спеть? Конечно, с удовольствием. Я считаю, что это огромный пробел в моей творческой биографии. Спасибо, у меня Тамара. на самом деле нет астинской песни. И, наверное, не зря Тамара позвонила, потому что сейчас я, кстати, хотела предложить ей вот такое сотрудничество. Я знаю, что Тамара Персаева прекрасно пишет стихи. И, кстати, вот вообще на самом деле проблема, когда ты в совершенстве не владеешь языком или владеешь им очень слабо, но мы понимаем, что ты не напишешь так. А вот найти автора, который напишет именно стихи, которые вот именно подойдут мне, которые будут, когда я вживусь в этот смысл, в эту суть, мне легче будет написать музыку, если я прочувствую эти стихи. Я думаю, что у нас с Тамарой Персаевой будет скоро активное сотрудничество. Ну что ж, дай бог, чтобы так оно и было. И мне хочется спросить о планах. Я попрошу сейчас режиссера подготовить видео, которое у нас есть. Это твоя песня, потому как мы много говорим, а мне хочется, чтобы зритель еще и послушал, потому что, ну мало ли, может быть, кто-то не знаком с творчеством Маргариты. Маргарит, ну и мне хочется, вот, может быть, в продолжении вопроса Тамары о твоих, я не люблю вопросы о творческих планах, но тем не менее, что вот в перспективе? Я слышала о создании мюзикла, есть идея? Ой, я так хотела скрыть это все. Нет, если из суеверных каких-то соображений говорить нельзя, абсолютно. можно. Суеверие это не про меня. На самом деле просто мне хочется раньше времени, может быть, а вдруг чего, да? Ну, на самом деле есть такая идея, на самом деле написала я целую серию песен, правда, не на русском языке, но с кавказской темой, в кавказском колорите, там, я могу вам сказать, что не только осетинская музыка, то есть там и
кабардинские ритмы, там мелодии армянские, и даже, я бы сказала, азербайджанская музыка. Вот попробовала такой эксперимент. Просто заказы были в свое время, как бы человек говорит, мне нужна такая песня. И какую-то серию таких песен на кавказскую тематику я написала. Я поняла, что это, конечно, отдельная тематика, нужно создавать отдельный концерт. Но скучно просто так вот это на сцену. Я долго думала, как же это сделать, в какой способ. Я поняла, что все-таки вот кавказский мюзикл было бы очень интересно. Не скажу, какой сюжет, о чем, но я вас уверяю, вот такого у нас точно не было. Мюзиклы у нас, конечно, были, но такого точно не было. Представляете, какая работа предстоит певцам, ведь им придется стать актерами, и неплохими актерами. Ну, не так хочется верить в светлое будущее этого да, проекта. Да, мы как бы вот так вот играючи. Я никогда не строю грандиозных. Жизнь такая непредсказуемая. Конечно. Вот. И тем более живем в такое время, все случается, и вышки наши телевизионные падают. Да. И вы знаете, ну, конечно, я думаю, что мы просто будем стараться. Вот люблю это выражение, будем стараться. Ну что ж, постарались наши режиссеры. Давайте посмотрим на экран, а потом снова вернемся в студию и продолжим наш замечательный разговор. Где ты? Твой фантастический силуэт звездной пылью, как вам пишу. Найти планету снов, пустых не тратить слов, лишь в твои глаза посмотреть. В крыльях унестись туда, где заждалась земля. Свет твой увидеть, мечтая и знать, что ты есть. Один из тысячи, яркий образ высечен пламенем долгих надежд. Лишь к тебе я путем таинственным шла, как по лезвию вмиг этот веря. Ты один из тысячи, яркий образ высечен пламенем долгих надежд. Стань моей реальностью, хватит виртуальности, пообещай, не молчи, не растаять в ночи. Мы возвращаемся в студию. 53-3682 наш телефон. У вас есть еще шанс дозвониться в эфир, задать свой вопрос Маргарите Бираговой. Маргарит, ну и у меня вопрос. Не так давно в интернет попал, скажем так, видеоролик, когда, значит, на каком-то концерте, ну что ли так, по воле злого рока или шутки звукорежиссера, тебе предстояло несколько минут стоять на сцене, пока не дали музыку, и вот тебе приходилось общаться с залом, там, дефилировать, демонстрируя свое роскошное платье. Но вот я слышала, что после концерта ты не просто не отчитала, там, не выказала свое недовольство звуковику, ты поблагодарила его за вот такой своего рода пиар-ход, ну в шутку, конечно. Но вот мне хочется спросить, вот это выдержка, вот это вот умение не растеряться, такое самообладание, это просто результат тоже опыта? Это просто характер, наверное. Характер, потому что я не думаю, что я опытнее других исполнителей. Может быть, если посчитать выходы на сцену, мне, может быть, их окажется не так много, как у кого-то. Просто это характер, мне кажется. Я вообще была, конечно, шокирована, потому что во время концерта я дважды подошла к звукорежиссеру убедиться. Вот было внутреннее волнение какое-то, тем более благотворительный концерт, такая акция, такая тематика. И я очень серьезно подошла к своему от платья до вообще каждого слова в песне. И вдруг, кстати, любимая песня «Девочка с зелеными глазами», ну уж нравится она людям. И вдруг, представляете, человек говорит, да, вы знаете, все здесь на месте, Маргарита Бирагова, девочка с зелеными глазами, дважды.
И тут я выхожу. Более того, мои файлы музыкальные просто исчезли таинственным путем с ноутбука. Ну, не знаю, чем это объясняется. Ну, в любой ситуации, как вы вначале сказали, с юмором, да, мы говорили об этом, надо относиться. Ну, и потом, что ты изменишь? Зритель сидит, они смотрят. Ну, значит, раз я вышла, значит, они уже чего-то от меня ждут. Ну, надо было как-то выкручиваться. Вот. Естественно, я продемонстрировала людям свое платье, сказала, что я очень жду, я очень терпеливая. Вот. Ну, я просто понимаю, что всякое бывает. Да? Мы вот очень много сваливаем на звукорежиссеров, но в момент, когда мы приходим на концерт, и за 20 минут до концерта все артисты вываливают свои всякие там носители, да, это неправильно. Во-первых, не было репетиций. Вот опять-таки мы возвращаемся к теме отсутствия... Конечно, да? Конечно. Мы сейчас заблаговременно выстраиваем аудиоряд, что просто нужно нажимать на файлы и все, что нужно делать. И представляете, вот эта куча дисков у звукорежиссера, вот эти флешки, и представляете, если это еще не подписано, ему надо умудриться запомнить, чье, а потом мы жалуемся. Долго нам еще идти, да, наверное? Ну, я думаю, что, вы знаете, это такая ситуация скользкая, даже не поймешь. Я, например, решила для себя... даже, может быть, вот об этой же организации концертов, а вот об уровне их организации, да, о том, как это должно быть. Вообще, мне кажется, что у нас плохо знают, как должно быть. Мне кажется, может быть, люди просто приобрели звуковую аппаратуру и решили сделать на этом деньги. А исполнители тоже хотят зарабатывать. Будем говорить откровенно. Ведь каждый концерт — это желание заработать. Конечно. И за редким исключением, конечно, это что-то, может, какая-то вот тематика, какой-то смысл, может быть, да, акция какая-то. И вот надо все-таки понимать, что мы, когда идем в больницу, например, к врачу или ложимся на операционный стол, мы ожидаем самого квалифицированного обслуживания, мы надеемся, что нам все порежут и сошьют. Если мы покупаем пищу, то же самое. Это работа, это наша профессия. Мы должны качественный товар выдавать. Или не делать это совершенно. Поэтому вот такие концерты показывают, конечно, наш слабый уровень, но есть в нашей республике те, кто организовывает грамотные мероприятия. Не все так плохо, все-таки есть вот эти лучики света. Я думаю, что в свое время многие просто войдут во вкус, они поймут, что я считаю, что конкуренция просто пойдет. Люди будут ходить туда, где правильно, все так, как нужно. Все-таки это репутация. Спасибо. Ну и у нас телефонный звонок. Алло, добрый вечер, предоставляю вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса Балатаева. Очень приятно. Я позвонила, чтобы пожелать Марго вечной любви, молодости и дальше развивать свой дар от Бога. Спасибо большое. Вопроса нет? Вопрос есть. Где Марго берет вдохновение, музу, силы, чтобы писать такие красивые песни и оставаться вот такой красивой, как она выглядит сегодня? Спасибо большое. Не знаю, насколько я сегодня красиво выгляжу после таких репетиций, после такого ритма жизни, как последнюю неделю. Спасибо большое. Я думаю, что черпаю я силы, наверное, свыше. Я думаю, что так. Вообще у меня настольная книга — это Библия. Иногда я получаю удовольствие, когда я просто одна. Я не скрываю, что я человек очень религиозный. Бывает так, что есть такое, о чем ты никому не скажешь, и в песне не напишешь. Конечно. Вот. И, конечно, может быть, выйдешь под звездное небо и просто помолишься. Я думаю, что я очень люблю своих друзей, я очень люблю своих родных, близких. И вот та любовь, вообще, я думаю, что я очень избалована вот в этой любви с самого раннего детства, да. Меня как-то любят с детства. Я не знаю, может быть, это вот дар свыше, дар от Бога, что тебя любят. И, наверное, вот в меня вот это как-то вот облепили меня этой любовью. И мне так хорошо в ней, так уютно. Если мне чего-то не хватает, значит, я, наверное, давно не общалась со своими друзьями. Может быть, я редко хожу к своим родным. Да, я всегда чувствую нехватку. Я человек, который совершенно не может находиться один. Я постоянно должна быть, даже мои родные дома удивляются, вот, ну сколько можно, ты вот пришла уставшая, и все-таки ты находишь время с кем-то по телефону поговорить. Просто Маргарита, вот. Спасибо. У нас есть еще один сюрприз, и это, наверное, самый близкий тебе человек. И мне очень хочется думать, что у нас сюрприз получится, потому как мужчина дал слово не проговориться. Давай посмотрим на экран. Отношусь я совершенно уравновешенно к творчеству. Знаете, у нас во дворе есть дети, да, естественно, они очень ее обожают, относятся к ее творчеству очень сильно, как поклонники. Но я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что я уже привык к этому. С детства я слышу дома,
играние на пианино и сочинение песен. Поэтому я к этому отношусь совершенно уравновешенно. Я занимаюсь рисованием, но музыкой я интересовался, конечно, оперой, пел даже ее, но сейчас что-то прошло. Я сейчас рисую женские модели, одежду. Моя мечта стать модельером. Она всегда мне говорила, ты можешь стать тем, кем хочешь. Это выбор за тобой. Это твое дело. Я вообще, когда был маленький, я маме говорил, почему ты у меня необычная. Потому что она уходит утром рано, приходит вечером поздно. И мне даже немного все равно до того, что хоть она певица, хоть бы она была уборщиком во дворе. Мне совершенно все равно. Часто бывает такое, я могу ей сказать, это что за выражение, это что такое. Я, кстати, даже ее очень вид, ее критикую, потому что она так одевается, что это ужас бывает. Может так накраситься и выйти в таком виде, что я аж не знаю. Так, наверное, в деревнях одеваются в 60-е годы. Есть такая ревность, бывает. Я ей даже часто названиваю, говорю, где ты, давай. У тебя что, нет, меня нет? Ты про меня забыла, что ли? Бывает такое. Ревность испытываю, даже вот, которые дети во дворе, вот к ним даже испытываю. Они ее так любят, как увидят, сразу начнут обниматься, целоваться. Поругать может. Дома она совершенно простой человек, не такой, как на сцене. Она совершенно обычно, как всякие мамы, готовит, убирает, за мной ухаживает. Как всегда, как обычные мамы. Мама, желаю тебе успехов в твоем творчестве. Желаю, чтобы ты всегда была прекрасна и красива. Дай Бог тебе здоровья, счастья и красоты, вечной красоты. Вот я сейчас просто заложу, сдам с потрохами своего редактора Геру Шейхову, потому что она, вернувшись в Омак и пообщавшись с Казбеком Казбековичем, именно так он представился, сказала, если бы не возраст, это просто мужчина моей мечты, влюбилась бы просто без оглядки. Вот мне хочется спросить, как воспитать такого чудо-ребенка? А вы знаете, мне кажется, это просто благословение мое, потому что вот я иногда смотрю на него и думаю, откуда в нем это? Он с самого раннего детства вот такой у меня старичок. Он критичный, да, я люблю в нем вот это вот все, потому что он такой, какой он есть. Я всегда говорю, что вот таких, как он, можно воспитать четверых. Да, и я думаю, что вот это на самом деле моя опора в жизни, на самом деле моя правая рука. Я, конечно, хотя вот я вижу, ребенку не достает внимания, да, но он лукавит немножко, потому что у меня всегда есть желание брать его с собой. Сынок, пойдем туда, сынок. Он не любит. У него свой такой узкий мир, он самодовольный, самодостаточный. У меня товарищ, вот. И, конечно, да, ну а что делать? Приходится... Кем хочется видеть его в будущем? Вообще, вот на самом деле у него такие вот есть способности. Он рисует модель, платьев. Там, он говорит, мам, ты знаешь, вот у меня есть тоже целая коллекция. Вообще он прекрасно придумывает, сочиняет. Ну, пишет он, конечно, у меня с ошибками, но вот у нас сейчас такое с ним хобби. Он мне рассказывает, значит, как-то вот из жизни берет какие-то ситуации, случившиеся с ним или с кем-то, и вот он мне это диктует, я это все на ноутбуке набираю. Мы собираемся выпустить брошюру небольшую такую, с короткими рассказами. На самом деле я даже не представляю, он такой непредсказуемый. Петь он категорически не собирается. Ну, по-моему, ты этому рада. Да, я очень рада. Я считаю, что ему это совершенно не нужно. Ну вот что делать? Я говорю, сынок, посмотри на маму. Ну что я могу, кроме как писать песни и петь? Тем более он не любит, когда я дома распеваюсь, пою. Он говорит, мама, я не пойду с тобой на концерты на твои. Ну, сынок, ну посиди в зале, неужели тебе не интересно? Мама, мне дома этого хватает. Ну, он мужчина. Маргарита, спасибо вам. Ну, вот здоровья, на самом деле, счастья. И вот пусть все, что твое материнское сердце желает этому малышу, пусть обязательно сбудется. Нам пришла пора подводить итоги, скажем так, зрительских вопросов. Какой вопрос запомнился, кто получает приз, это 2 билета на завтрашний концерт. На самом деле вопросы были приятными, интересными, но вот почему-то запомнился мне особенно Вячеслав, по-моему, не Степанов. Фамилию, но Степанов. Да. Да, вот мне показалось, что очень серьезный вопрос, я как-то по существу и очень близко мне в моей работе. Легче писать, кому-то легче себе, или легче спеть, да. На самом деле, это даже вот он меня навел на размышления. Я думаю, что я еще буду думать. Поэтому я с удовольствием, наверное, вот билеты предоставила бы
подарила бы этому человеку. Спасибо. Ну что, мы обязательно свяжемся с вами после эфира и скажем, где и как вы сможете забрать 2 пригласительных билета. Маргарита, вот такой дружеский шарж, нарисованный нашим художником Георгием Кадзовым, передаю тебе. Прелесть. Спасибо нашему художнику за талант. Вот такой красивый я себя еще никогда не видела. На память о нашей программе. Маргарита, ну вот и, наверное, хочется задать последний вопрос. Сегодня на нашей эстраде появилось огромное количество, ну, скажем так, да, или звезд в кавычках, звезд однодневок, которые вот так вот промелькнули, да, собственно, принесли деньги продюсеры в лучшем случае и вот ушли в забвение. Вот, скажем, завтра пройдет концерт, и дай бог, чтобы он прошел удачно, чтобы получилось все, что вы хотите, но вот смолкнут аплодисменты, завянут цветы от поклонников, и что дальше ждет этих ребят? А дальше они будут работать и работать, потому что каждый из них прекрасно знает, что это просто определенный этап в их творчестве. Если, я им говорю сразу, если вы когда-нибудь скажете, вот сейчас я уже чего-то достиг, вот сейчас я профессионал, можете поставить крест на своей карьере. Исполнитель, я думаю, что у них еще перспектива, вот, в общем, работать надо. На самом деле, знаете, у меня сейчас вот на самом деле такая головная боль, завтрашний проект. Я думаю, что все у них получится, и никто из них, к счастью, не страдает звездной болезнью. По крайней мере, на сегодняшний день. Спасибо. И вот буквально 2 слова, это то, что хотелось сказать, может, то, о чем я не спросила, может быть, еще раз пригласить на концерт, какие-то пожелания, коротко. Ну, мне бы очень хотелось видеть, конечно, побольше зрителей в нашем зале. Я думаю, что ребятам это нужно. На самом деле они стоят того, чтобы прийти, чтобы их послушать. Это не то, что обычно бывает, они все поющие. Я думаю, что если в конце концов вы хотите получить удовольствие, приходите к нам. Нам очень нужна поддержка людей, конечно, потому что они, может быть, не новички, но это начало их творчества. Я думаю, что Маргарита, спасибо. Завтра в 18:30 Дворец культуры Металлурга. Обязательно увидимся со всеми, кто был сегодня и здесь с нами. И, в общем-то, завтра будем на концерте. Как всегда, завершая программу, благодарю за то, что ты пришла к нам в гости. И прощаясь, прошу каждого, кто нас сейчас смотрит, наберите номер телефона человека, который вам очень дорог, и скажите о главных словах вашей и, быть может, жизни человека, которому вы позвоните. Любите, будьте любимы, и до свидания ровно через неделю.